В ресторане «Хьюстон» прошла 6-я медиатусовка, на которой вручаются так называемые махталитеты, наиболее отличившимся за минувший год работникам и деятелям медиасферы. Организаторы и идейные вдохновители проекта – интернет-издание «Якутия-Инфо». Конкурсов, где мы, сами журналисты, друг друга бы награждали, таких у нас не было. Поэтому мы решили создать такую альтернативу, и она у нас успешно уже продвигается. И мы считаем, что это позволяет развиваться конкуренции внутри СМИ. Во-вторых, узнать друг друга просто-напросто, потому что журналистов много, а плюс еще появились блогеры. И всю эту медийную сферу нужно как-то объединять, чтобы люди образовалась какая-то, как модно говорить, синергия, общие какие-то векторы, общие усилия для того, чтобы изменить наше общество к лучшему. Махталитет номинации «Правдоборец года» получила блогер Алена Алексеева за активное разоблачение так называемых пирамидчиков. В номинации «YouTube-блогер» награду получил Илья Борисов, продолжающий дело своего отца Александра Борисова в развитии и продвижении YouTube-канала «Охота и рыбалка». Она не совсем была задумана как блог, но тем не менее сейчас у нас все впереди, как бы время меняется немножко, мы тоже переформатируемся и потихонечку переходим к тому, чтобы все-таки передача оставалась такой, как отец задумывал ее, как конкретно это телеэфир. Отдельную спецноминацию по «Дорожник года» от «Якутия-Инфо» получила известный в республике журналист Сусанна Рожина. Я 13 лет проработала уже в госсми, и сейчас, когда я ушла в свободное плавание и ушла в бизнес, я чувствую именно то, что это, скорее всего, именно то, к чему я шла. И если я столько лет работала на имя, то теперь мое имя должно работать на меня. Вот. В номинации «Большой брат против СМИ» приз достался журналисту газеты «Якутск вечерний» Михаилу Романову за победу в судебных разбирательствах. Махталитет номинации «Гражданская позиция» получил журналист Владимир Нифонтов. Награду вручил известный общественник, отмеченный наградой «Якутянин года» 2019 Владимир Федоров. Вручая награду, Федоров сделал публичное заявление об открытии портала «Снег», на котором журналисты и блогеры могут размещать публикации расследований по борьбе с коррупцией. Мы учредили там приз, или так называемый грант, в сумме 1 миллион рублей для всех журналистов, кому не безразлична судьба республики, те, кто не боится резкого и острого слова, своим пером или мыслями выражает свою гражданскую позицию. И это общественный резонанс, который в республике делает политику, а вы ее делаете. Этот фонд у меня с собой, Володя, чтобы ты не думал о том, что его нету. Это 1 миллион рублей. Оргкомитет всегда пытается менять стили и направления тусовок. Мероприятие этого года отличается от предыдущих тем, что особое внимание было уделено блогерам. Какие изменения произойдут в следующем году, поделился заместитель министра инноваций Якутии Георгий Андреев. С этого года мы уже будем вести уже ежемесячный, ежеквартальный учет достижений определенного журналиста. Может быть, создадим, вот как на Оскаре, да, определенную группу журналистов, экспертов, которые бы уже оценивали работу друг друга, чтобы результат, он все-таки был вот такой не хайповый, а заслуженный. Но чтобы, опять же, ни в коем случае не пересекалось с работой Союза журналистов. Все-таки немножко такой налет юмора, да, дружелюбности. Он будет. Медиаперсоной 2019 года по версии медиатусовки стал самопровозглашенный шаман Александр Габышев. Награда присуждена за привлечение массового внимания к Якутии российского и международного сообщества. Награда вручена заочно. Светлана Табалаева, Константин Корякин, Якутск ТВ.